Универсам по улице Нуродилова, возможно, действительно со смешными ценами, однако совсем не до смеха становится участникам рейда при первой же попытке обнаружить что-то хоть отдаленно напоминающее систему противопожарной безопасности. Продавцы на вопрос о ее наличии ответить не могут, но тут все ясно и без слов. По линии пожарной безопасности, сигнализация, первичные средства, инструкция, ничего у них нет. И на первом этаже, и на втором этаже. Тоже. Да, какое-то предписание, что-то надо сделать, да? Да, мы информацию направим. Сегодняшний рейд уже не первый и далеко не последний в череде мероприятий, направленных на улучшение системы противопожарной безопасности в республике. Город воинской славы инспекция, разумеется, не могла обойти стороной. Кафе, магазины, торговые павильоны и прочие места массового скопления людей подвергаются тщательной проверке. В составе инспекционной группы энергетики, сотрудники электросети и горгаза, представители городской администрации и МЧС. На очереди следующая точка – так называемая московская ярмарка. А у вас вообще есть первичные средства пожаротушения? Пожарная сигнализация отсутствует у вас. Первичные средства это нам надо, когда Магомеду позвонить, с ним поговорить. Ну, Магомед, больница Волжья, это я лишний. При попытке обнаружить котел отопления инспекционная группа натыкается на небольшую пристройку, сконструированную из легковоспламеняющихся материалов. Здесь также несколько вещей, похоже, планирующихся выставить на продажу. Магазин в магазине, как шутят собравшиеся. Так или иначе, эта матрешка незаконная. Соответствующее предписание выписано. Торговых точек в Малгобеке хоть отбавляй, в сумме получается немало нарушений. Нарушение требований пожарной безопасности. Статья 20.4, часть 1. Мы штрафуем, это на должностное лицо до 15 тысяч рублей, на юридическое лицо это до 200 тысяч рублей. На данный момент мы направим информацию в прокуратуру города Малгобек, обобщим все и после этого будем составлять как административный материал. На сегодняшней проверке мы акцент делаем именно руководителям этих объектов на то, чтобы они понимали полноту ответственности, которую они несут за состояние именно пожарной безопасности, за состояние по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том плане, что каждый руководитель, он несет персональную ответственность. Следующим на очереди стало недавно открывшееся кафе, которое уже пользуется популярностью. Новость о том, что инспекционная группа будет проверять наличие огнетушителей и всего прочего, администраторы и сотрудники кафе воспринимают спокойно. Здесь соблюдают все правила. Вы нас инспектировали, мы все у вас узнавали, можете проверять. Однако при более детальном анализе и здесь не обошлось без замечаний. Система оповещения работает с небольшой неисправностью, и ее необходимо устранить, что и пообещали в заведении. Далее инспекционная группа направилась с проверкой в кафе «Канди». Здесь также к приезду незваных гостей не сказать, что готовы, однако все по правилам, как уверяют администраторы. Как чуть-чуть задымить, включить так, что мало не покажется. Да, везде он включен. По выявленным нарушениям уже выписаны предписания, но организаторы мероприятия в скором времени вновь выйдут на рейд. Тамерлан Хабхоев, Рахман Суров, Новости 24.